Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой открыл целый ряд событий в рамках празднования 25-летия компании «Лукойл». Спортивный старт юбилея выбран не случайно. Ледовый комплекс, где проходили хоккейные баталии, построен при содействии нефтяной компании. На площадку вышли 4 команды: официальные хозяева турнира команда «Лукойл Коми» и сборные 3 городов – Усинска, Сыктывкара и Нижнего Новгорода. Кстати, именно нижегородцы закрутили интригу на межрегиональном турнире. Подробности в репортаже Виктории Палкиной. Спортивный праздник компания «Лукойл Коми» устроила не только для хоккеистов, но и для болельщиков. Вход на трибуны был бесплатный. Сами фанаты настоящего мужского спорта подготовились основательно. Атрибуты, кричалки, зрителям удалось создать настоящее олимпийское настроение. Кстати, именно усинские общественники выдвинули идею проведения этого турнира. Руководство «Лукойл Коми» инициативу поддержало. Поддержали нефтяники и спортивный потенциал юных усинских хоккеистов. Александр Лейфрид вручил воспитанникам местной детско-юношеской школы новый спортивный инвентарь. Первый старт, как я уже сейчас сказал, мы дали здесь, в городе, где находится предприятие дочернее «Лукойл Коми». На самом деле это только начало всех праздничных мероприятий по республике Коми. И их впереди еще в течение будет достаточно много. Открыла турнир встреча команды «Лукойл Коми» и сборной Сыктывкара. Нефтяники действовали на площадке более уверенно, владели игровым преимуществом. Итог – 4 шайбы. Сыктывкарцы ответили только одной. Гол престижа им удалось забить за 1,5 минуты до финальной сирены. Матч между сборными Нижнего Новгорода и Ухты проходил по похожему сценарию. Молодая техничная команда нижегородцев проиграла первый период со счетом 0-2. Однако во втором и третьем отрезке картина резко изменилась. В ворота ухтинцев отправились по 3 безответные шайбы. Решающие игры межрегионального турнира начались с минуты молчания в память о трагических событиях на шахте «Северная» в Воркуте. В матче за 3-е место сошлись Ухта и Сыктывкар. Со счетом 7-2 победу одержала сборная «Северной жемчужины». В финале турнира команда «Лукойл Коми» и сборная Нижнего Новгорода. Нефтяники начали более уверенно и повели в счете. Во втором периоде игра шла на встречных курсах. Команды упустили по несколько хороших моментов. И все же лукойловцам повезло немного больше – 2-0 в пользу нефтяников. Исход матча и всего турнира решился в первой половине третьего периода, когда Нижний Новгород одну за другой забросил 4 шайбы. После этого счет оставался неизменным, нижегородцы довели игру до победы. Хорошая команда, люди видно, что играют не первый год, видно, что у них какие-то есть своя тактика какая-то есть. Было тяжело против них играть. Нижегородские хоккеисты провели мастер-класс для воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Нападающие вместе с наставниками оттачивали навыки ведения шайбы, вратари искусство владения ловушкой. Защитники учились противодействовать обманным маневрам форвардов. Завершилась тренировка товарищеским матчем. Нам рассказали о том, что важных правилах хоккея, которых легко запомнить, но они не всегда удаются, то, что надо отдавать по самому ближнему. Спортивные функционеры региона и власти Усинска отметили высокий вклад «Лукойл Коми» в развитие спорта в республике и значимость этого турнира для местного хоккея. Виктория Палкина, телеканал Юрган, Усинск.